Природа Якутии разнообразна. Сегодня мы с вами будем говорить о деревьях и растениях нашей необъятной республики. Территория Якутии укрыта различными растениями, их насчитывается около 2000. Леса Якутии смешанные, они сосново-лиственные. На территории растет огромное количество лекарственных растений, мхов, лишайников. Среди распространенных растений следует назвать березы, бруснику, багульник и голубику, крабохлебку и одуванчик, сосны и лиственницы, смородину и хвощ, шиповник и тысячелистник, щавель и василисники. И если собирать травы, их можно использовать в медицинских и косметических целях. Также в Якутии встречаются аир, черемуха, черемица, подорожник, чистотел, донник, тмин. К сожалению, лесные пожары здесь достаточно частое явление, которое уничтожают огромные массивы растений, погибает большое число животных. Мы, жители Якутии, привыкли рассматривать лес как часть окружающего нас мира, как нечто незыблемое, всегда существующее. Наши леса на вечной мерзлоте очень уникальны по своим качествам и выполняемым функциям. Лес теснейшим образом связан с формами деятельности человека. Лес у народа Саха занимает весьма важное положение, так как народ Саха проживает в особых климатических и географических условиях. Обширные пространства, занятые густой тайгой, издавна были облюбованы предками якутов. Лес играл большую роль в цикле жизнедеятельности людей. Это было и место проживания, и территория охоты и рыболовства, и место исполнения магических обрядов. Лес на якутский язык переводится как «те-оюр». И первое дерево, с которым мы с вами познакомимся, дорогие мои друзья, это даурская лиственница. В переводе означает «тит». Почему? Потому что главной лесообразующей породой Якутии является именно даурская лиственница. Это очень мощное листопадное дерево, которое вырастает до 35-40 метров. Весьма высока роль лиственницы в жизни якутов, так как ее древесина является строительным материалом. Лиственница, по мифологическим представлениям якутов, является шаманским деревом. Лиственница имеет особый сакральный смысл, о котором сказано в словаре Эдуарда Константиновича Пекарского, и означает «лиственница оюн киеха оглан юскевит оруктах тит». Зародившаяся по предназначению для шамана лиственница со светловидной кроной, по-другому ведьминым помелом. С этим непосредственно связана жизнь шамана, и со смертью которого это дерево падает. Изображение лиственницы вместе с изображением хозяина Икчи последнего привешено к шаманскому костюму на левом боку повыше бахромы подола. Помимо лиственницы в нашей республике произрастают березы, кедры, сосны, ели, тополя. Береза. Береза на якутском означает хатын. Береза – это самое распространенное на нашей территории дерево. Она не только украшает наш ландшафт, береза – белоствольное дерево, которое достигает высоту до 30 метров. Живет она примерно 100-150 лет. Имеет ровный длинный ствол, гладкий, с характерными черными линиями или пятнами на поверхности коры. Дерево обладает разветвленными корнями, которые глубоко уходят в землю. Листья треугольной продолговатой формы разных размеров, очень душистые, окрашены в разные оттенки зеленого цвета, зазубренные по краям. Молодые листочки могут быть липкими. Из древесины березы тоже изготавливают мебель. Из нее наши предки изготавливали посуду, чорону, копия, туесы, о которых мы говорили на одном из наших уроков. Береза широко используется в народной медицине.
Настои и отвары березы используются как лекарственные средства, а березовый сок издавна применяется как общеукрепляющее средство. Сок березы благотворно влияет на кровообращение, а деготь поможет при кожных заболеваниях. Например, из ветвей можно собрать веник для бани, который облегчит мышечное напряжение и успокоит кожу. Следующее дерево, с которым мы с вами познакомимся, это кедр. Кедр растет на юге 3 улусов – Ленском, Алепинском и Алданском. У этого дерева очень прочная, красивая древесина, которая к тому же обладает антисептическими свойствами и не подвергается гниению и воздействию насекомых. Из нее тоже изготавливают мебель, музыкальные инструменты, корабли и многое другое. Хвоя кедра мягкая и выделяет фитонциды, которые обеззараживают воздух. Все кедровые деревья очень красивы. Хвоя их окрашена в серебристый или светло-зеленый цвет, ветки очень пушистые, а крона чаще всего пирамидальной формы. Все части кедра обладают сильным приятным запахом, который считается полезным для человека. Кедр широко используется в народном хозяйстве. Из него тоже изготавливают мебель, а кору кедра используют для прочных теплоизоляционных плит. Из 1 тонны хвои кедра извлекают витамин С и эфирное масло. Следующее дерево, тоже самое распространенное у нас в Якутии, это сосна. В переводе «бес». Сосна распространена главным образом в южных улусах. Сосна – хвойное стройное дерево с красивым золотистым стволом. Нижние сучья быстро отмирают, так как питательные вещества быстрее расходуются именно в нижней части дерева. Несмотря на небольшие площади сосновых лесов, они являются основным поставщиком деловой древесины в республике. В медицинских целях используются многие другие части этого дерева. Это хвоя, молодые почки, пыльца, самое главное – смола. Смолу сосны собирают с живых растений и называют живица. Сосновую смолу издавна использовали вместо жевательной резинки. За счет того, что в ней содержится огромное количество витаминов, биологически активных веществ, эфирных масел, ее использовали при борьбе с заболеваниями, связанными с недостатком витаминов, то есть при авитаминозах, а еще при воспалительных процессах ротовой полости и горла. Гулять в сосновом лесу очень полезно, так как сосны выделяют эфирные масла, которые убивают микробов. Ель в переводе на якутский означает «харыя». У нас в Якутии произрастает аянская ель, дерево-долгожитель. Срок ее жизни до 350 лет. Некоторые экземпляры доживают до 500 лет. Хвойное, вечно зеленое дерево в условиях нашего климата достигает высоту 8 метров к 36 годам. Максимальная высота 35 метров. Реже встречаются деревья до 40 метров в высоту. Наибольший диаметр ели около 110 сантиметров. Средняя величина диаметра не превышает 50 сантиметров. Ель аянская имеет крону в виде пирамиды. Хвоя дерева плоская и короткая. Длина иголок составляет около 20 мм. Острие хвои тупое. Окрас хвои очень оригинальный. Сверху иголки темно-зеленого цвета, снизу имеют до 8 рядов белых мелких полосок с обеих сторон от середины. Такой окрас хвоинок создает сизоватый цвет кроны. На ветвях, которые не плодоносят, иголки линейные и плоские. В составе хвои содержится много полезных веществ, благодаря чему аянская ель стала популярна в народной медицине. Например, в ее состав входят эфирные масла, смолы, микроэлементы, витамин
К и витамин Е. Приготовленные на основе растения настои служат обезболивающим, производят дезинфицирующий эффект. Следующее дерево, которое произрастает на территории Республики Саха-Якутия, это тополь. На якутском языке это звучит таким образом – тирях. Тополь – это, наверное, лучшее дерево для Якутска. Он не требователен к почве, очень быстро растет, дает много зелени, его можно стричь, формировать, а главное, он испаряет очень много подземной воды. Учитывая, что Якутск находится в долине, это очень важное качество тополя для выбора его в качестве главного объекта озеленения нашей столицы. Тем более это дерево благороднее, чем тольник, и довольно популярно не только в Якутии, но и в мире. Итак, мы с вами ознакомились с самыми распространенными деревьями в Республике Саха-Якутия. Теперь давайте мы с вами познакомимся с нашими ягодами. И первая ягода, которая считается самой популярной, это брусника. В переводе означает «уулах-отон». Растет эта ягода в смешанных лесах, на болотах и в тундре. Есть два вида брусники – таежная и тундровая. Брусника красного цвета, круглой формы, созревает в августе. Если в 100 граммов фруктов содержится 35 килокалорий, то в бруснике его 48. Голубика в переводе означает сугун, и есть второе название на якутском языке – сугун-угав. Голубика повсеместно распространена в Якутии и широко используется населением как витаминная культура. Голубика – это кустарник высотой в 1 метр с плодами синего цвета. Чаще встречается в северных районах, устойчиво к морозу. Голубика отличается высоким содержанием витаминов и антиоксидантов, которые обуславливают ее полезные свойства для организма. Она улучшает состояние сердечно-сосудистой, центральной, нервной и эндокринной систем, нормализует работу органов зрения, а также снижает риск развития злокачественных новообразований. В голубике содержится практически в 2 раза больше витамина С и в 3 раза больше витамина Е. Следующая ягода называется морожка. На якутском – морозка. Это тоже самая любимая ягода жителей Республики Саха-Якутия. Морожка – северная гостья. Эта ягода произрастает преимущественно в полярно-арктическом регионе. Она не только очень вкусна, но и очень полезна. Для жителей тундры и Заполярья эти янтарные кисло-сладкие ягоды – основной источник витаминов, минералов и других полезных веществ, крайне необходимых для здоровья. Высоко ценят пользу морожки и народные целители. Они используют в терапевтических целях не только ягоды, но и листья кустарника. Морожка – источник полезных целебных веществ. Так, витамина С в морожке в 4 раза больше, чем в апельсинах. Плоды с хорошим вкусом употребляются в разнообразных видах – в свежем в виде варенья, сока, повидла, джема, компота. Плоды содержат от 4 до 6% сахаров, яблочную и лимонную кислоты, 200 мг витамина С и 335 мг каротина. В научной медицине плоды могут быть использованы как против медицины, лечебного, против водянки, при кашле, боли в груди, лихорадке, цинге, чесотке, кровохарканье, как прохлаждающие, утоляющие жажду средства. Листья от болезни мочевого пузыря. Морожку используют в диетическом и лечебном питании для лечения сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, ожогов и кожных болезней, при отравлении тяжелыми металлами, как противолихорадочное средство. Следующее полезное растение –
шиповник. На якутском языке в переводе звучит таким образом. Делюгюн. Шиповник иглистый, шиповник якутский, невысокие кустарники до 2 метров высоты с побегами, покрытыми многочисленными шипами. Цветки одиночные, правильные, с 5 розовыми листочками и 5-раздельной чашечкой. Шиповник обладает кроветворным действием, повышает сопротивляемость организма к вредной среде, ускоряет заживление ран и срастание костей, а также нормализует работу желчного пузыря и печени, прекрасно борется с весенним авитаминозом и истощением. Итак, вот мы с вами познакомились с нашими ягодами, которые произрастают на нашей территории, а теперь дальше давайте познакомимся с багульником болотным. Багульник болотный на якутском языке звучит таким образом – сепперек. Багульник болотный также имеет другие два названия – чемперек, сугун абаган. Багульник болотный широко применяется в якутской медицине. Лекарственные формы препаратов багульника болотного достаточно разнообразны. Это и классические настои с отварами, и порошки, таблетки на основе активных компонентов растения и другие. На основе багульника можно приготовить различные крема и мази. Из него делают вытяжку на растительном масле. Получается багульниковое масло. Отвары и настои багульника используют для ванн и примочек. Препараты багульника болотного обладают заметным фармакологическим эффектом и могут применяться как сосудосуживающее и крововосстанавливающее, а также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Следующее растение – василисник. В переводе на якутском языке звучит «джерекен». Несмотря на схожесть названия, растение василисник мало похоже на василек. Этот цветок самый настоящий стойкий зеленый солдатик, так как не сгибаем даже самыми сильными ветрами. Помимо высадки в декоративных миксбордеров, целебное сырье василисника используют и для медицинских нужд. Василисник относится к семейству лютиковых. Существует более 100 видов василисников. Применяют это растение, как мы сказали, в медицинских целях, так как они обладают хорошей антибактериальной активностью. Одуванчик. В переводе алтан-от. Зелень одуванчика – превосходный источник витаминов, железа, кальция и фосфора. В них очень много протеина, то есть они еще и очень питательны. Одуванчик обыкновенный – это одно из самых распространенных растений, особенно в лесостепной зоне. Растет повсеместно на лугах, полянах, около дорог. Итак, друзья мои, мы с вами сегодня познакомились с деревьями и растениями Якутии. И сейчас давайте мы закрепим произношение этих деревьев и растений. Даурская лиственница. Типь. Тепь, даурская лиственница. Береза. Хатын. Хатын, береза. Кедр. Сылахмас. Сылахмас, кедр. Сосна. Бес. Бес, сосна. Ель. Харыя. Харыя, ель. Тополь. Терях. Терях, тополь. Брусника. Улахотон. Улахотон, брусника. Голубика. Сугун. Сугун, голубика. Морожка. Морозка. Морозка, морожка. Шиповник. Джолигюен. Делюгюн, шиповник. Багульник болотный. Сепперек. Сепперек, багульник болотный. Василисник. Джерекен. Джерекен, василисник. Одуванчик. Алтан-от. Алтанот, одуванчик.